У селения Альтиева на Дуагу или горе молитвы в 2000 году открыли монумент, посвященный проповеднику Устазу Киши Хаджи, который совершил первый намаз на земле Ингушетии и призывал ингушей принимать ислам. Каким образом весь народ, как единый человек, перешел из одной религии в другую, и как один человек смог сделать то, чего до этого не смогли сделать войска Тамерлана и имама Шамиля. Чтобы воочию ощутить атмосферу языческих культов, бытовавших среди предков нынешних ингушей, достаточно подняться на гору Маатлам. Здесь до сих пор стоят святилища ушедших в прошлое божеств. Целая иерархическая лестница, которую возглавлял верховный бог Дяла, бог грома и молнии Села, богиня плодородия Тушали, покровитель скотоводства Гааль-Ерда, бог загробного мира Эштр и бог войны Малдзы-Ерда. Каждому из перечисленных божеств возводили одно или несколько святилищ, у которых устраивали общественные моления с жертвоприношениями. Большинство из них разрушено людьми и временем, а вот святилище покровителя земледелия, плодородия и домашнего благополучия Мядь-Сели до сих пор как новое. В день летнего солнцестояния к нему поднимаются сотни людей, повторяя путь, по которому ходили их предки во главе с языческими жрецами для молитвы и жертвоприношения. На уже сформировавшийся языческий пантеон в XII веке наложилось христианство, которое начало проникать к ингушам со стороны Грузии, а также с купцами из Византии. Только в Асиновской котловине археологи выделяют 3 христианских храма – Альба-Ерды, Таргам-Ерды и самый древний и загадочный христианский храм на территории России – Тхаба-Ерды. Тхаба-Ерды построен на пересечении ущелий, ведущих с севера на юг и с запада на восток. Если присмотреться к храму внимательно, загадки будут только множиться. На его стенах в самых неожиданных сочетаниях разбросаны древние изображения зверей и воинов. Христианская экспансия на Северном Кавказе длилась недолго. Сильнейший удар ей нанесли монголы огнем и мечом, прошедшие по Аланскому царству, уничтожив города и отбросив уцелевших людей в горы. Сейчас от того времени остались только легенды, нашедшие воплощение в статуях у подножья башни Согласия в Магасе. В конце XIV века Северный Кавказ подвергался нашествию Тамерлана, который хотел сделать обитателей этого края мусульманами. Но попытка силовой исламизации ингушей закончилась неудачно. Свободные люди не приняли навязанного силой и по меньшей мере 1000 лет исповедовали христианство с элементами язычества. Но начиная с 17 века ислам стал проникать в Ингушетию со всех сторон – из Кабарды, плоскостной Чечни и Дагестана. Последнюю силовую попытку привить на этой земле мусульманское вероучение предпринимает имам Шамиль. Но он был разбит в открытом бою. Арабы, монголы, Тимур, кабардинцы, шейх Мансур, имам Шамиль – все оказались бессильны. Но это не значит, что ислам не пускал в это время никаких корней на ингушской земле. На левом берегу реки Сунжа, неподалеку от селения Плиево, расположено удивительное здание с круглым куполом. Когда его обнаружили, снаружи оно было покрыто бледно-голубой краской, внутри цветочным орнаментом, а на входе были выбиты таинственные письмена на староарабском. Правда, в 1910 году мавзолей побелили и оштукатурили, скрыв удивительный цветочный орнамент под слоем краски. Но самое удивительное было в нижней камере мавзолея, где покоились тела нескольких мужчин и женщин. Кто это? Загадка. Местные жители ничего не смогли рассказать ни о времени строительства склепа, ни о том, кто там лежит. Так на земле Ингушетии родилась еще одна легенда – мавзолей Борга-Каш. Борга-Каш – единственный памятник погребальной культуры эпохи Золотой Орды, сохранившийся в России в первозданном виде. В самом названии понятно только второе слово. Каш в переводе с ингушского – могила. А вот споры насчет Борга идут уже пару веков.
То ли это высокопоставленный ордынец, то ли арабский шейх, то ли легендарные богатыри из нардского эпоса, нетленными пролежавшие здесь 2000 лет. И пусть легенды о сокровищах, закопанных в склепе, не подтвердились, не зарастает сюда народная тропа. Паломники со всего Северного Кавказа приходят сюда поклониться мавзолею Борга-Кыш, который до сих пор ждет того, кто откроет миру его тайну. Массовое обращение ингушей в ислам началось во второй половине 19 века с появлением культа Хаджи Кишиева, которому удалось словом добиться того, чего не удалось добиться имаму Шамилю мечом. Началось все с того, что ингуши узнали, что после 3 поражений имам Шамиль готовит 4-й поход на Кавказ. Битва должна была произойти в районе селения Нестеровское, но вместо войск перед ингушами предстал старец с посохом. Это и был Киши Хаджи, которому удалось в одиночку установить ислам в Ингушетии. После 1000 лет в христианстве, имея за плечами опыт бескомпромиссного отстаивания своей веры от захватчиков, в 1850-х годах ингуши массово и добровольно принимают ислам. Не последнюю роль в этом сыграло то, что ингушские обычаи и нормы ислама не противоречат друг другу, и поэтому ислам органично вошел в среду ингушей. При этом мусульманская религия не мешала ингушам ощущать себя россиянами, оставаясь верными идее государственного единения с Россией. Mm-hmm.